Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке. На этот раз руководитель региона отправился на международный конкурс исполнителей «Ян и Мон». Проект «Ян и Мон» яркий и запоминающийся. Инициатива артиста и советника главы Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и молодежной политики Радика Юляхшина. Проект реализовали на средства гранта главы Республики Башкортостан. Москва, Башкортостан, Татарстан, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Города и страны-участницы конкурса. 800 заявок было в марте, в начале. 60 человек прошли в отборочный тур «Ян и Мон». После довольно серьезного кастинга 17 талантливых конкурсантов боролись за выход в финал. В итоге, в финале 5 исполнителей. Есть и ребята из Башкортостана. Таланты прям серьезные. Очень рады. Сколько регионов приняли участие? Тут 6. 6 регионов. 6 стран. Это 6 международный конкурс, как бы. Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения. И сейчас на финале, получается, у нас 5 осталось. 5 конкурсантов. И что радует, самое главное, это 3 из них наши, из Башкортостана, которые представляют Россию. Жюри же наше, все правильно. Ну и остались Армения и Казахстан. Он у нас как вот будет регулярный? Конечно. Сейчас мы, это у нас международный. А осенью хотим запустить уже проект «Ян и Мон регион». Чисто по Башкортостану. С каждого региона, допустим, Учалы, Сибай, Баймак, набрать самых сильнейших уже дальше сделать, ну, то есть, и самые-самые будут участвовать уже в Башкортостане. Здравствуйте. Так. Набрать самых сильнейших и конкурс уже сделать в столице, в Уфе, из Башкортостана, ну, из конкурсантов Башкортостана. А вот на международный конкурс участвовало 800 заявок к нам пришло. 800 заявок. Да. Из них отобрали 60 самых лучших. И также мы отобрали... Здравствуйте. Здравствуйте. Далее отобрали из 60 самых сильнейших, это 17. А это где все происходит? Это вот за стенками, сейчас туда пойдем. Это микс-зона. Это вторая съемочная локация. Здесь мы записываем интервью с участниками после того, как они выступили. Жюри им оценки выставили, они сюда приходят, здесь их встречают. Вот здесь вот зона ожидания Да. Теперь я понял. Впервые мы такое делаем, чтобы у нас и микс-зона, и основная площадка вот так были красочно украшены. Вы когда приходили к нам на Яшлик-шоу в прошлом году, я вам тогда говорил, что это впервые вот так красиво. Но мы и Яшлик-шоу сейчас перебили, потому что здесь, конечно, уровень значительно выше. А вот вы же там рейтингуете по смотрибельности как? Очень хорошая высокая? Да. У нас выходной день, вечерний прайм-тайм. 2,5 часа в эфире, соответственно, аудитория очень хорошая. Самое популярное время, получается. Да. Очень хорошо смотрят именно районы республики. Вот у нас есть данные, как смотрит Уфа, как смотрит район республики. Вот поэтому предлагаю следующий проект «Ян и Мон регион» сделать чисто по Башкортостану. Ну, то есть собрать именно башкир. А что самое интересное, вот сейчас на международном конкурсе участвует несколько стран. И что самое ценное, наверное, они поют все на башкирском. То есть, вот я вижу азербайджанский флаг, по-моему, да? Да. Нет, это ли круто? На самом деле проект стал событием не только нашего регионального масштаба. Почему? Потому что давно, до праздников майских, ездил в Москву. У нас было заседание Национальной ассоциации радиовещателей. Это наш большой профсоюз телевизионщиков. И мне там коллеги из Дальнего Востока, из Сибири, Калининград спрашивают, что за проект, откуда, как так получилось, что с вами Лина Арифуллина работает. То есть, Меладзе приезжает. Ну, все видят, что приезжает Меладзе, Башаров, звезды российские. И для регионального телевидения это объективно очень крутое событие. И мы показали, наверное, всем, вот многие региональные, то есть из деревень, из районов, они не отправляли заявки, знаете почему? Потому что думают, надо за аранжировку платить деньги, то есть проживать. А они не понимают, что мы им предоставляем максимально все. То есть проживание. Вы просто придите и спойте. Придите, пойте. Покажите талант ваш. Да. Потому что по факту мы сейчас по итогам этого конкурса получим целую, не сказать плеяду, но тем не менее уже новые имена на нашей башкирской И они же эстраде. будут выходить, теперь их будут представлять, он лауреат конкурса. Да, разумеется.
Вот, например, Казахстан. Участник Казахстана у нас, Аким Хан, обратила внимание, мама казахский артист. Димаш? Димаш. Мама уже позвонила, типа, давай, мы тебя ждем в Казахстане. То есть эту передачу также смотрите в Казахстане. Да, то есть так, ну раз, да, зацепило. Ну, они голосуют, Армения сейчас голосует прямо активно. Ну, в общем, мне кажется, удачный проект залетел. Очень тяжело, очень сложно. Для нас это впервые такое. То есть поначалу, конечно, настраивались непросто. Мы и ругались, и искали правду, но в итоге уже к серединке проекта мы раскачались. Ну и, наверное, добавлю, не хватает вот таких больших помещений. Очень катастрофически. Вот даже на БСТ в одном павильоне, ну, он меньше гораздо. Там все снимается. И новогодний, и 9 мая. Вообще, я вот смотрю павильон такой, серьезно. А это у нас киностудия Башкортостана. Это киностудия «Павильон», но Ради Фаридович, когда я у вас был, как раз говорил по этот кинопавильон, это бывший техосмотр, и вот сейчас тоже эфе душных вот летом, а зимой холодно, еще он просто протекает в некоторых местах. Но вы же фильм смотрели «Первую республику». Именно вот здесь снимали, декорации делали, квартиру делали. Здесь все основное происходило. Театр строили на улице, потом вокзал тоже здесь также сделали, хромаке все вытягивали. Хотели в этом году снять «Дневник поэта», но из-за проекта «Янгумон», здесь «Янгумон», а мы теперь «Дневник поэта» снимаем в заводе «Прогресс». Ну вот мы как раз говорили, что не хватает павильонов для съемок. И для БСТ. Но вы снимайте больше, самое главное, а мы потихонечку подтянемся. Сейчас вот ситуация получше стоит, мы поможем. Ну, благодаря вам, вашей поддержке так и так, Аллаху шукр, снимаем. Вот «Семья года» у нас осенью премьера будет в ТНД. Сейчас у нас озвучка мультфильма «Северного Амура», который вы... А уже, да, пошло? Да, вот я пробу делал на ту неделю, в студию «Муху» ездил. И я очень Вы рад. когда готовый продукт дадите? Мы хотели в январе хотя бы январе, сделать. да? Ну, они говорят, не успеваем, потому что работы много, просчитывается. Но я считаю, что интересный проект будет. И у нас это впервые вообще в национальных республиках, считаю, что мы самые первые будем. Полнометражный там. Анимация, полный метр, можно сказать, 55 минут. Еще недавно был в Москве бизнес-площадке региона кино снимаем в России. Я как раз в бизнес-площадке выступал. И у нас там была министр департамента кино. И сейчас мы готовим, ролик приготовлен на английском языке. И если сайты все поменяем, то мы вводим АЛРХ Роскино. То есть. И по фонду кино мы в этом году 9 кинозалов хотим оснастить, но 9 районов подались, но не знаем фонд кино, как выиграем, не выиграем. Но 2 года подряд уже мы первое место занимали. Первый год, когда я был руководителем, 10 кинозалов оснастили, в том году 6. Но в этом году хотя бы 6-7, если возьмем, то это очень хорошо будет. Таганок хорошо прошел, нет? Таганок на сегодняшний день у нас собрал 6 миллионов, почти 7, 6 миллионов 800 тысяч. Мы прокатывали его не только в Республике Башкортостан, но и в Татарстане, Свердловской области, Челябинской, Московской области. И где нету кинотеатров, мы киномобилем проездили Башкирию, Северную и Южную. Мы разделили на 2 площадки. Еще взяли киномобиль дополнительно в аренду у Союза кинематографистов. Поехали в Челябинскую область, Башкирию нашу показывать. Кстати, спасибо. Вот кинозалы, которые перешли к нам под роспись, да? Половина бюджета Таганка нашего вот кинозала, который мы расписываем, собрали. Вот 28 кинозалов. Да. Вот. Да. Правильно же? Хорошо, прямо отлично. Хорошо. сейчас мы пройдем в зал, наверное. И у нас сегодня съемочный день, чтобы вы понимали. Мы основную часть сегодня снимаем. Часть голосования зрителей в прямом эфире будет. Да. То есть мы уже вернемся в субботу в прямом эфире. То есть сначала покажем сегодняшнюю запись, а потом через рекламу уже вернемся в прямой эфир. Будет голосование зрителей. Ну, зрители по факту будут выбирать победителей. Федя, можно спросить, а что здесь происходит в обычной жизни, когда съемочный день? Они там поют, а здесь плачут. Да, здесь самое такое, наверное, печальное место. Здесь, Не, иногда счастливые места. Да, счастливые. Все зависит от решения жюри. ну и от голосования наших зрителей, конечно.
Радифрич, были когда-нибудь на подобных мероприятиях? А я один раз же приходил, когда они только начинали. Я посмотреть приходил, что же это такое, что за зверь такой. Вот. Это ваш грант, Да. грант главы Не, я Республики понимаю, конечно, я Башкортостан. хорошо знаю, мы же, когда начинали, это, уж я так говорю, все Ну, начиналось, мне подробно рассказали суть содержания проекта «Радик Юлякшин». Только после этого я принял решение финансирования. Но вот сейчас ровно тот случай, что я об этом своем решении не жалею. Спасибо, и мы тоже. Мы работаем в режиме прямого эфира. Сейчас вас ведущий объявит, и вы зайдете. Вот там стоит микрофон, участники сбоку. Говорить нужно будет в зал. Как только вы общение закончите, отбивка, и можно свободно общаться как угодно. Члены жюри заходят, жюри садятся. заходят прямо Все, сейчас. мы тогда проходим. Прошу вас. После Ярослав Альбертовна, все по-честному? Все по-честному. Ну, вот так вот, Ян и Мон. Так, все, идем, да, вместе? нет, пока нет. Пока нет. По объявлению жюри. Микрофон. Оставьте, пожалуйста. ПТС. Площадка внимания. Альберт, давай команду. Быстро. Радифрич, представляете, как волнуются сейчас исполнители? Пишем жюри. Пишем. Уважаемые телезрители, закончились наши конкурсные выступления и стартует зрительское голосование. И вы выберете победителя нашего первого сезона. Момент очень волнующий, поэтому без поддержки нашим участникам не обойтись. Ну, откровенно говоря, Лили, поддержку мы чувствовали на протяжении всего проекта. Совершенно верно, ведь проект Young Mom проводится на средства гранта главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействию гражданскому обществу Республики Башкортостан. А также Фонда Возрождения, Министерства культуры Республики Башкортостан и, конечно же, Всемирного Курултая Башкир. Аплодисменты! И сегодня поддержать наших участников пришел человек, чье слово способно вдохновить на великие свершения. И поэтому просим финалистов выйти на сцену. Уважаемые зрители, уважаемые участники, с напутственным словом к вам обращается глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Қадірлі достар, әзді ихлас тәбрик етем. Бүгінгі шундай матур концертта қатышуыма бик шатмын. Яңы Моң проекты яңы исемдер аса. Яшьләргә канаттар куя. Уважаемые жюри, дорогие друзья, знаете, вот ощущение того, что вот этот проект, который мы с вами вместе начинали, мне кажется, состоялся. Я вижу, приняли участие большое количество участников, и самое главное, не только нашей родной Башкирии, не нашего родного Башкортостана, но приняли участие и других государств, и из других регионов нашей страны. Это очень-очень здорово. Я, безусловно, сегодня хочу поблагодарить наше жюри. Прежде всего, конечно, Лину Арифуллину, потому что именно ваше участие, ваш уникальный опыт проведения подобного рода мероприятий поднимает его на очень высокий уровень, на очень высокую планку и, конечно, задает тон и ответственность молодым участникам. Мне кажется, вы очень строгий член жюри, но очень добрый. Я там пару передач смотрел, все-таки вы, по-моему, самые добрые здесь. Вот. И вы знаете, когда у меня было совсем мало времени, то пришел ко мне Радик Юлякшин и говорит: у меня есть проект. И у меня было там несколько минут буквально, но мы долго-долго его обсуждали. И он мне рассказал суть и содержание того, что это будет и зачем, самое главное, мы это делаем. И вот после этого мы приняли необходимое решение, и проект закрутился, завертелся. И я вижу, какой ажиотаж. Появились свои фанаты, появились свои, знаете, какие-то сторонники и целые такие группы людей, которые болеют за наших юных артистов. Я от души вас всех поздравляю. Всем вам удачи, всем вам добра, мира, света. Дерзайте, дерзайте. У вас возраст такой замечательный, а наш родной Башкортостан поможет. Всем удачи. Спасибо. Спасибо большое за теплые слова, Радий Фаритович. Вы знаете, если вам не сложно, а мы знаем, что вам не сложно, можно попросить вас сделать селфи со всеми теми, кто здесь присутствует? Мы... Радий Фаритович, на ваш телефон, а как вы нам все это потом передадите?
А, на ваш тогда? Женька, доставай телефон. Ребята, есть у кого-нибудь телефон? Девочки и мальчики? Лен, давай. Ради Фаридович, есть. Спасибо большое, Ради Фаридович. Спасибо. А можно попросить нас тоже? С удовольствием. Можно я особенно? Можно. Спасибо огромное за Спасибо. доверие. Это вам спасибо. Я считаю, что это... Потом скажу, у меня есть любимая фраза. Есть фильм «Касабланка», Да. легенды. Да, И там, да. когда фильм завершается, и два героя идут, и один другому говорит: Луи, тебе не кажется, что это начало большой дружбы? Да, совершенно. Спасибо огромное. Мне Спасибо. кажется. Так? Спасибо вам. Мэри. Вот она, Мэри, она из Армении, она прекрасно спела Ух ты. на башкирском языке песню. Очень Просто приятно. даже ее отметили, Молодец. сказали Да. о том, что она великолепна. А где вы выучили язык? Сами? Вот здесь, да, Во сами? время конкурса. Вот молодец. И какая. прям так чисто, ювелирно, да, ради, прям мы все были в восторге. Вот так из вот. Армении. Вот так вот. А мы своих не можем научить иногда. Научим, ничего. Спасибо. 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 Уважаемые участники, я бы хотел попросить вас для главы республики исполнить песню, которую мы все так любим петь, если вам не сложно. Вась, Ради Фаридович, Василий Портянко, главный знаток башкирского языка на нашем проекте. Вась, зажигай, давай нашу песню. Да, Ради Фаридович, я вкратце, это Василий Портянко, город Уфа, Акимхан Маженов, Казахстан, Руслан Хасаншин, Казань, вот этот замечательный Искандер, город Уфа, 18 лет парню, Мэри из Армении, Евгения Сафина из города Уфы. Это наши финалисты, да, и сегодня мы определим, кто же из них станет победителем первого сезона музыкального конкурса Young Emo. Мне кажется, здесь вот все-таки все участники уже победители, потому что они получили такой, на мой взгляд, уникальный опыт общения командного, хотя это и конкурс, это и соревнования, но поработать с такими уникальными преподавателями, побыть в такой атмосфере, проверить себя, свои возможности. Я хорошо понимаю, вот я не творческий человек, но я хорошо помню, когда я был еще мальчишкой, и меня на соревнованиях я ждал, когда объявят мою фамилию, и я стоял тоже, там не кулиса, а за ковром, и очень-очень волновался. Я понимаю, что вы испытываете, я очень хорошо это понимаю. И то, что вы себя преодолели, это вот самое-самое главное на самом деле. А то, что вы такие творческие люди в таком молодом возрасте, это храните любовь к нашей культуре, к языку, это вдвойне очень приятно. Спасибо вам большое. Вы огромную миссию еще несете помимо этого. Спасибо вам. Спасибо Ради Фаридович, спасибо вам большое за то, что предоставили нам, творческим людям, показать себя, поработать с такими профессионалами, как вы сказали. Это большая честь для нас, и я от лица всех выражаю благодарность. Мы недавно с Валерием Шатайчем разговаривали. Он еще на башкирском не спел? Нет еще? Готовится. Спасибо вам большое, Ради Фаридович, за то, что нашли время и посетили наш финал. Ради Кабиров, глава Республики Башкортостан. Ура! Ради Фаридович, хороший, яркий конкурс. Да. Атмосфера какая. Атмосфера чудесная. Вот я говорю, заряжаешься вот этой молодой энергией. И Финалисты из разных городов. знаете, еще очень важно, видно, что они не забитые, им хорошо, им комфортно. Видимо, все-таки, вот, знаете, все эти мероприятия еще очень важны, когда мы хорошо их организовываем. Я вот на эту часть всегда смотрю, и детям здесь хорошо. В соцсетях следила за тем, как реагируют участники, и те, кто вы были тоже. Это целая тусовка образовалась уже тех поклонников Уфы, поклонников БСТ, поклонников атмосферы. Радика Юлякшин это особенно. Это же здорово. Ну, он вообще-то мой советник. Так хорошо же. Да, Хороший да. советник. Ну, вот мы у нас договорились, наверное, либо, ну, получается, уже на следующей неделе состоится встреча с Радиком Юлякшиным и Линой Арифуллиной. И мы там, пока говорить не буду, там мы следующий этап этого проекта сделаем. Так что вот так.
Надеюсь, с октября начнем. Да, все. Спасибо. Спасибо. Аллах, рахмат. До свидания. До свидания. Всё.